Александр Леонидович, как пришли к мысли вновь обратиться к постановке оперы «В ночь лунного затмения»? Учитывая богатейший репертуар, который достался нам в наследие от наших родных и любимых башкирских композиторов, и то, что сейчас в театре из этого наследия всего лишь есть несколько названий, было крайне обидно, что на протяжении последних 5 лет мы не слышали эту оперу, мы как зрители, а мы как певцы, мы как творцы, нам было крайне обидно то, что мы не участвуем в исполнении этой оперы. И поэтому захотелось вновь ее вернуть на нашу сцену, тем более, что, может быть, это будет мое субъективное мнение, но мне кажется, что это одна из лучших башкирских опер. Причем не только с позиции музыки, но в том числе и с позиции драматургии, с позиции заложенной мысли, и Салават Ахмадеевичем Низамединовым, и, естественно, Мустаем Каримом. И вот эту мысль нужно произносить всегда, ежедневно. Она будет актуальна при любом поколении. Опера основана на трагедии классика башкирской литературы Мустая Карима, как вы уже сказали. На ваш взгляд, насколько она полно передала все смыслы пьесы? Да мне кажется, там ничего не потеряно. Вот что в трагедии, что и в опере, все, что должно было прозвучать. Здесь, наверное, наоборот, музыкальный материал, он только лишь дополняет всю вот эту горечь, с другой стороны, всю любовь, которая там заложена, да, между героями. Это как в фильме, да, когда саундтрек, он не портит, а он только лишь помогает нам где-то в большей степени проявить чувство эмпатии. Было ли у вас ранее соприкосновение с творчеством Салавата Низамединова? И как воспринимаются вами его песенное творчество и музыка в академическом жанре? Ну, если честно, то моя госпрограмма в институте, когда я его заканчивал в 2006 году, это были 5 частей из его хоровой симфонии. Но и опять же, как артист капеллы, как дирижер Государственной академической хоровой капеллы, очень часто и очень много с его творчеством связывался. Но если мы касаемся песенного творчества, ну вообще о Салавате Ахмадеевиче я могу говорить очень много, честно. Но скажу одно. У меня в телефоне обязательно телефоны меняются, но в трек-листе обязательно есть Кузнурым. И вот почему-то, как только ты уезжаешь надолго из Уфы, то на второй, на третий день нужно ее обязательно послушать. Это как какой-то, это как, когда возвращаешься на поезде, да, в Уфу, и когда ты въезжаешь, и ты видишь Салават Юлаева, и ты понимаешь, что ты дома. Да, также эта песня для меня. В этом музыкальном материале для вас были, может быть, есть какие-то открытия, находки музыкальные? Самое главное открытие, самая главная находка состоялась, как бы не соврать, наверное, где-то в 98-м или 99-м году, когда я эту оперу услышал впервые. И тогда, когда ты еще не особо понимаешь, что такое алеаторика, что такое семантика, да, что такое политональность, полистилистика, да, но я тогда, увидев эту оперу, услышав эту оперу, так получилось, что я в нее влюбился.
И вот эта любовь не проходит до сих пор. Поэтому, наверное, вот это самая главная особенность, которая здесь есть. Каким предстает хор в постановке? Насколько его роль велика в опере? Если говорить о хоре как, ну так скажем, в хрестоматийном плане, да, в хоровой литературе, вот, в оперной литературе, то, конечно же, роль хора невелика. Да, это не Борис Годунов, где хор – главное действующее лицо. Но в то же время, несмотря на то, что у хора даже нельзя сказать здесь, что есть какие-то настоящие хоровые сцены, да, как во многих других операх. Но хор все равно это та краска, которая, без которой здесь нельзя. Да, это как где-то это те мысли, которые бесконечно роятся в голове, которые вот крутятся на протяжении многих лет. И вот они вот где-то там вот тебе что-то говорят, шепчут. Или же это действительно тот самый народ, участник действия, без которого, опять же, не может быть сабантуй, да, не может быть какого-то праздничного мероприятия, не может быть встречи воинов, да, ну, и в итоге получается, что, наверное, хор очень важен. Были ли в процессе подготовки моменты, когда вам необходимо было искать какие-то новые подходы вот в работе? Наверное, да, потому что это еще был... Я не скажу, что в этот раз я уже был к этому готов. А вот когда было возобновление этой оперы в 16-м, да, году, вот как раз тот момент, о котором я говорил, да, роящиеся мысли. И вот найти вот этот звук, вот эту особенность, как же они жужжат в голове, да, как они звенят в голове. И то, чего быть не должно, тогда мы нашли тот момент выделить согласные, прошипеть их, просвистеть их, насколько это можно. И действительно получился вот этот вот такой очень зыбкий шум в голове. Что вы хотите, чтобы зритель почувствовал, понял, выйдя после просмотра этого спектакля из театра? Ох! Хотелось бы, чтобы, выйдя после этого спектакля, зрители не ушли полностью в бытовую жизнь, а еще, ну хотя бы дня 3 пожили с этим послевкусием, которое должно быть обязательно после него, чтобы действительно можно было подумать и об одном герое, и о другом герое, и о той ситуации, и о другой ситуации. Почему же вот такой вот сложился финал? И что было в начале? Да, и вот чтобы зритель именно посмаковал свои мысли. Вот. Спасибо.